Что в коробке? Что бы там ни было, оно должно быть важно, потому что я с этим путешествовал, перевозил это с квартиры на квартиру на квартиру. Вам это знакомо? Вы знаете, что у нас, американцев, сейчас примерно в 3 раза больше пространства, чем было 50 лет назад, в 3 раза. Вы подумайте, со всем этим дополнительным пространством у нас теперь больше места для наших вещей. Появилась новая отрасль с оборотом в $22 миллиарда и размером 205 миллионов квадратных метров. Персональные склады. Итак, мы увеличили свое пространство в 3 раза. Но мы так хорошо тратим деньги, что нам необходимо еще больше места. К чему это ведет? Больше долгов по кредитным картам, огромное воздействие на окружающую среду и, возможно, не случайно, уровень счастья за те же 50 лет остался прежним. Итак, я здесь для того, чтобы предложить вариант получше. Меньше может значить больше. Я уверен, что большинство из нас в какой-то момент испытали радость обладания меньшим в колледже, в общежитии, во время путешествия, в гостиничном номере, в палатке, соорудить что-то из ничего, может быть, на катере. Чем бы это ни было в вашем случае, готов поспорить, что среди всего прочего, это дало вам немного больше свободы, немного больше времени. Я выдвигаю гипотезу, что меньше вещей и меньше пространства будут меньше воздействовать на окружающую среду. На самом деле, это прекрасный способ сэкономить деньги, а также это в некоторой степени облегчит вашу жизнь. Для того, чтобы расширить эту тему и найти прекрасные решения в этой области, на lefidipet.org я начал проект, который называется «Отредактированная жизнь». Первое. Коллективная работа над моей квартирой площадью 39 квадратных метров в Манхэттене. Партнерами Мутопой, Javota.com. Мне хотелось, чтобы было все включено. Домашний кабинет, столовая на 10 человек, комната для гостей и все мое оборудование для кайтсерфинга. Ознакомившись с 300 комментариями со всего мира, я нашел ее, мою собственную маленькую шкатулку с драгоценностями, купив пространство в 40 квадратных метров. Вместо 55 я сразу же сэкономил $200 тысяч. Меньшая квартира требует меньших затрат на коммунальные услуги, экономит деньги, а также меньше влияет на окружающую среду. Итак, как она на самом деле построена, вокруг отредактированного набора вещей, моих любимых штук, и сделано специально для меня, то я очень рад там находиться. Итак, как можно жить, владея немногим? 3 основных подхода. Во-первых, надо безжалостно редактировать. Надо очистить артерии нашей жизни. Это рубашка, которую я не надевал уже несколько лет. Пришло время с ней расстаться. Надо вырезать из нашей жизни все постороннее, и надо научиться останавливать входящий поток. Надо научиться думать, прежде чем покупать. Спроси себя, я на самом деле стану от этого счастливее? Неужели? Конечно, мы должны приобретать и иметь хорошие вещи, но надо желать те вещи, которые мы будем любить на протяжении многих лет, а не просто вещи. Во-вторых, наша новая мантра «Компактно» — это сексуально. Мы хотим эффективности от пространства. Мы хотим, чтобы вещи были спроектированы так, как они будут использоваться большую часть времени, а не для редкого события. Зачем вам плита с 6 конфорками, если вы пользуетесь 3, и то редко? Поэтому нам нужны вещи, которые укладываются одна в другую, складываются в столбик или вообще были бы в цифровом формате. Можно взять бумажные материалы, книги, фильмы и сделать так, что они исчезнут. Это волшебство. Наконец, нам нужны многофункциональные пространства и посуда. Раковина, совмещенная с унитазом. Обеденный стол становится кроватью, занимает то же пространство. Прикроватный столик растягивается, чтобы усадить 10 человек. В этом изображении, иллюстрирующем выгоды редактированной жизни, мы скомбинировали подвижную стену со складной мебелью, чтобы эффективно использовать пространство. Посмотрите на кофейный столик. Он увеличивается в высоту и ширину, чтобы разместить 10 человек. Мой кабинет складывается и легко прячется. Моя кровать раскладывается легким движением пальца. Гости, отодвигаем подвижную стену, и у нас есть 2 складные кровати для гостей. И, конечно, мой собственный кинотеатр. Я не говорю, что нам всем надо жить на 40 квадратных метрах. Но задумайтесь о преимуществах отредактированной жизни. 280 квадратных метров можно заменить на 180, а 140 на 90. Большинство из нас, а может быть, все из присутствующих, вполне хорошо обходятся парой сумок, меньшим пространством, комнатой в гостинице. Поэтому, когда приедете домой и войдете в парадную дверь, на минутку задумайтесь и спросите себя, могу ли я немного поредактировать жизнь? Даст ли мне это немного больше свободы? Может быть, немного больше времени? Что в коробке?
На самом деле, не имеет значения. Я знаю, что мне это не надо. А что в твоей? Может быть, всего лишь может быть, меньше может означать больше. Давайте освободим место для хороших вещей. Спасибо.